Сегодня начинается Новый год, даруемый нам милостью безначального Творца. Прошлый год как не бывал, пронесся как сновидение, но он не сновидение, а действительность. И все наши помышления, желания, намерения, слова и дела, добродетели и грехи записаны на небе, и нам придется давать отчет во всем праведному, всеведущему Судьи. От нас, разумных существ, требуется разумная жизнь. От нас, созданных на дела благие, требуется добродетельная жизнь и удаление от деяний, помышлений и желаний лукавых. От нас, растливших себя грехом, требуется жизнь обновленная при помощи обновляющей силы благодати Божией. Где же новая жизнь у нас, вступающих в Новый год? Есть ли она у меня, у тебя? Не та ли опять у всех ветхая греховная жизнь? Не та ли косность, бездействие, ленность духовная, неподвижность по пути духовного преуспеяния? Увы, мы все старые грешники и грешницы. Ибо сколько бы мы ни молились, сколько ни каялись, сколько ни вкушали животворящего тела и крови Христа Бога, мы чувствуем в себе те же грехи, те же страсти. Впрочем, есть в нас и нечто доброе по благодати Божией. Мы стали осторожнее, бдительнее относиться к греху, стали более сознавать его лукавство, быстроту нападения, насилие, тиранство, пагубу его, срамоту и безумие. В нас стало более веры, более вошли мы во вкус молитвы, стали больше ценить ее, жить ею, лучше узнали цену, красоту и жизненность добродетели. Стали чаще прибегать к Богу как Спасителю, Утешителю, помощнику и врачу всемогущему, заступнику, прибежищу душ угнетенных, гонимых врагами спасения. Благодать Божия, несомненно, делает в нас свое дело и противоборствует греху, побеждает его, приносит нам мир и свободу и утешение Духа Святого. Мы испытывали в себе войну греха лютую и упорную, но ощущаем также и победу благодати над всяким видом греха, борющего нас. И радуемся духовно о всемогущем победителе и разорителе в нас греха, Господе Иисусе Христе. Таким образом, мы всякий день, хотя и падаем, но и обновляемся духовно, побеждая растлившую душу грехи и облекаясь в нового человека, созданного в правде и при подобии истины. Это духовное обновление совершается только в церкви и при участии ее. Без церкви, без ее посредства и помощи обновиться никто не может. Только ей дана от Бога обновляющая и спасающая благодать. Еретики, раскольники, сектанты благодати обновления достигнуть никогда не могут и погибнут, если не обратятся с раскаянием к церкви. Слава и благодарение Господу, обновляющего нас через Святую Церковь на всякий день и час. Итак, братья и сестры, замечайте за собою, обновляетесь ли вы на всякий день верою, молитвою, покаянием, самоосуждением и исправлением себя. Делаетесь ли кроткими, незлобивыми, доброжелательными ко всем, послушны ли во всем Господу? Упражняетесь ли в духовных и телесных трудах во славу Божию и на пользу себе и ближним? Если мы так поступаем, то можем поздравить себя искренне с Новым годом, потому что и наступающий год встречаем с залогом плодотворного покаяния и христианской добродетели. Но если мы продолжаем быть самолюбивыми, ленивыми, невоздержанными, злыми, лукавыми, завистливыми, сребролюбивыми, скупыми,
блудными, сквернословами, ругателями, жестокосердыми, обманщиками, то незачем нам обманывать себя и поздравлять себя с Новым годом. Он есть и будет и впредь все старым годом, если мы останемся на старых дрожжах греха и всякого порока. Итак, новый ли у нас год? Новое ли у нас сердце? Новый ли дух, то есть дух кротости, смирения, воздержания, правды и святости? О небесном ли думаем? Полагаем ли друг за друга души свои? Носим ли тяготы друг друга? Милосерды ли, как Отец наш Небесный, милосерд есть? Если так, то истинно с Новым годом поздравляю и себя, и вас. А если не так, то во всяком случае поздравляю и себя, и всех вас с новым гражданским астрономическим годом и желаю провести его благополучно, во славу Божию и во спасение наше, с благими успехами в житейском, домашнем и общественном быту. Аминь.